За 7 месяцев 2017 года в республике зарегистрировано 117 крупных ДТП. 40 погибших и еще 200 человек получили увечья. Винить судьбу удобно, но если зрить в корень проблемы, то даже невооруженным глазом видно, в ужасающей статистике виноваты самоуверенные нарушители, в послужном списке которых штрафы от ГИБДД порой можно исчислять десятками. 497 человек задержаны за управление транспортным средством, не имеющие права управления. То есть мы не боимся ни кары госавтоинспекции, ни кары всемогущего. Ничего не боимся, прямо смело садимся. И самое страшное, несколько замечаний я сделал женщинам, которые своим детям разрешали без водителя садиться. Это прости меня. Я говорю, я тебя прощу. Но тебя никто не простит за то, что если он что-то натворит, с кого ты будешь прощения просить? В этом зале представители Совета безопасности, ГАИ, Управления по делам религии и сами виновники торжества, нарушители. В ГИБДД составили так называемые черные списки. В них включили водителей, за которыми числятся от 10 и более неоплаченных штрафов. Дударов Магомед Ахметович. Ага, вот. Понятно. Вот имеете вы нарушение, 10 нарушений, по 500 рублей каждое. Долги Иса Магомедович, Волжева, 2С, 11 нарушений, 7000 рублей штраф. Благодаря такой очной ставке организаторы встречи пытаются понять, что движет лихачами. Секретарь Совета безопасности уверен, что постоянных нарушителей нужно показывать по телевидению, чтобы вся республика знала их в лицо. Возможно, нежелание получить дурную славу заставит задуматься. Инициатором сегодняшней встречи явился глава Республики Ингушетия Узбек Баматгиреевич Чевкуров. Вызвано это тем, что мы все ежедневно видим, какие трагические события на дорогах республики происходят. И те меры, которые принимают сегодня и Государственная инспекция по безопасности дорожного движения, и муниципальные органы, и имамы населенных пунктов, эта работа недостаточна. И поэтому нужно будет выработать комплекс мероприятий для того, чтобы минимизировать совершение дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Ингушетия. Многие из приглашенных правонарушителей просто не пришли. Особенно здесь ждали встречи с неким Ахмедом Аушевым из Карабулака, который накопил штрафов на 35 тысяч рублей. А семья этого молодого человека не так давно потеряла в ДТП 3 родственников. Но несмотря на такую семейную трагедию, автолюбитель в числе злостных нарушителей. Большинство нарушителей – это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Представители Коммолодежи тоже пытаются повлиять на сознание лихачей. Но, как показывает статистика, пока в этом направлении гордиться нечем. Хотел бы обратиться к молодежи. Кигинах, лорли. Мы не просто себя подвергаем опасности, мы подвергаем и других людей. Их подвергаем опасности. Сколько еще жизней нужно положить под колеса, чтобы ингушские гонщики поняли, что лихачество рано или поздно приводит к несчастью? Списки злостных нарушителей будут передаваться в администрации городов и сельских поселений, а оттуда в мечети. Их фамилии будут звучать не только в эфирах новостей, но и на каждой хутбе.